Тема видеолекции, которую я сейчас вам представлю, она посвящена тому, чтобы ввести вас в некоторую историю того, каким образом в Кыргызстане обстоит ситуация с гендерным равенством, каким образом вообще мы двигались на этом пути, да, какие этапы пришлось Кыргызстану пережить, что нам мешало, что, может быть, мешает сегодня, что нам помогало и что нам удалось сделать, какие у нас уже есть достижения. Поэтому позвольте мне тогда начать презентацию и Гендерное равенство– это прежде всего равный правовой статус женщин и мужчин и равные возможности для его реализации, позволяющие лицам, независимо от пола, свободно использовать свои способности для участия в политической, экономической, трудовой, социальной, общественной и культурной сферах жизни, то есть фактически во всех сферах нашей жизнедеятельности. Какая сложилась ситуация у нас с этим в Кыргызстане? Наверное, один из таких показателей, по которому мы можем оценить уровень развития страны, является индекс человеческого развития. Это ежегодный рейтинг, который составляет программа развития ООН на глобальном уровне. И по итогам отчета доклада индекса человеческого развития, опубликованного ПРООН в декабре 2019 года, Кыргызстан в этом рейтинге занимает, к сожалению, достаточно низкие позиции. Это 122 место. И индикаторами для определения как раз-таки рейтинга страны в этом индексе являются индикаторы, которые касаются именно людей. То есть не экономические показатели, а то, что отражается непосредственно на каждом человеке. Это прежде всего индикаторы продолжительности жизни, доступа к образованию и здравоохранению, а также наличие хорошей системы социальной защиты. И вот, к сожалению, мы в этом рейтинге из года в год снижаем свои позиции. Для сравнения, например, в 2005 году мы были на 110 месте, в 2010 году на 112 месте. Лидерами сегодня в этом рейтинге являются так называемые северные страны. Вот в частности сейчас тройка лидеров – это Норвегия, Швейцария и Ирландия. Если посмотреть на то, каким образом складывается положение женщин и мужчин по вот тем самым разным аспектам, сферам жизнедеятельности, то вот в частности в социальной сфере мы можем отметить следующие разрывы гендерные. Ожидаемая продолжительность жизни женщин и мужчин у нас значительным образом разнится. Женщины живут в среднем на 8 лет дольше, от 8 до 12 лет дольше, чем мужчины. И причин этому много, С одной стороны, это и образ жизни, здоровье мужчин, скованное поведение, связанное с определенными гендерными стереотипами мужественности и так далее. Вот в частности, например, на продолжительность жизни, несомненно, влияет алкоголизм. И вот по нашей статистике ситуация выглядит следующим образом. Алкогольная зависимость у мужчин превышает данный показатель у женщин 8 раз. А мужская смертность в трудоспособном возрасте в 3 раза превышает женскую. То есть наши мужчины умирают зачастую даже раньше, чем они выходят на заслуженный трудовой отдых, пенсию. И, как правило, сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в этом возрасте. А с другой стороны, есть и другая ужасающая статистика. Смертность от суицида у мужчин в 3,6 раза выше, чем у женщин. Если посмотреть на качество здоровья женщин, и возможности женщин сохранить свое здоровье, то есть несколько таких важных данных, статистических, которые эту ситуацию демонстрируют. В частности, например, что у нас 52% беременных женщин страдают анемией. То есть практически каждая вторая беременная женщина, она страдает этим заболеванием. А мы знаем, что это заболевание сопряжено с риском, соответственно, более тяжелой беременности, а возможно даже и риском смертности материнской, осложнениями развития плода и потом ребенка, инвалидности ребенка и так далее. То есть здесь достаточно большой комплекс проблем, связанных с этим. При этом есть еще другая тревожная тенденция, что у нас 1/3 детей практически рождена вне зарегистрированного брака. Но даже те дети, которые уже родились, и для женщин чаще всего это становится проблемой, возможность совмещать уход за ребенком и трудовой занятостью. Во многом это обусловлено тем, что доступ к детским садам у нас сегодня остается существенной проблемой, особенно в сельской местности. В виде инфографики, статистические данные, касающиеся гендерных разрывов. К сожалению, в Кыргызстане остается один из самых высоких показателей по материнской смертности, хотя видим положительную тенденцию снижения, но тем не менее этот показатель достаточно высокий, это 28,6 смертей на каждые 100 тысяч живорождений. Новых случаев ВИЧ-инфекции среди мужчин в 2 раза больше, чем среди женщин. При этом отмечается рост распространения инфекций половым путем.
Каждый день у нас в стране туберкулезом заболевает 14 человек, да, но если мы посмотрим в гендерном разрезе, то мы также увидим, что в большинстве случаев это мужчины, хотя растет и статистика заболеваемости туберкулезом среди женщин и детей. Относительно вопросов насилия, да, ежегодно до 10 тысяч женщин обращаются в различные кризисные центры, органы внутренних дел, другие структуры, специализированные по вопросам, связанным с семейным и гендерным насилием. Ну, вот есть статистика у кризисных центров, что почти треть обращений в кризисные центры связаны с вопросами многоженства. 60% браков, совершаемых в сельской местности в моноэтнических районах, совершается через умыкание невесты Локачу. И причем 2/3 из них происходит без согласия девушек. Да? Но вот мы время от времени с вами в СМИ все время наблюдаем новые факты об умыкании невесты. Буквально на днях, да, тоже такой факт был, именно насильственного похищения с целью принуждения к браку. При этом, как правило, системное насилие в отношении женщин оборачивается возвратным насилием. И есть такая статистика, что 70% женщин, осужденных за убийство сегодня в Кыргызстане, совершили его в отношении мужей или сожителей, подвергавших их длительному насилию. Вот относительно брачного возраста, да, в Кыргызстане тоже все время этот вопрос является проблемным, и значительных усилий потребовалось повышение минимального брачного возраста до 18 лет. Да, но тем не менее, вот статистика показывает, что 13% девушек у нас в Кыргызстане вступили в брак до достижения 18-летнего возраста, то есть того самого возраста, с которого определен порог для вступления в брак. И, соответственно, во многом эти факты обусловлены различными социокультурными факторами. Ну вот инфографика по числу обратившихся в кризисные центры, да, как раз показывает, что в преобладающем большинстве клиенты в этих случаях являются женщины, и значительная часть этой статистики касается физического насилия, но есть и факты сексуального насилия, есть факты торговли людьми. В большинстве случаев предметом споров, повлекших насилие, является развод либо раздел имущества и так далее. Значит, относительно такой общественной безопасности, да, есть тоже исследование, которое стал теперь вести Национальный статистический комитет, относительно того, чувствуют ли себя в безопасности люди, когда они идут одни в общественных местах, то есть не в доме, да, а именно на улице где-то и так далее, по своему району в темное время суток. И вот мы можем увидеть, что женщин гораздо меньше в числе тех, кто чувствует себя в безопасности в этих случаях. Да, и это говорит о том, что женщины подвергаются большему риску стать жертвой насилия как дома в семейной обстановке, так и в публичных местах на улице. Относительно экономики и доступа к ресурсам, да, тоже можно обнаружить, что отношение заработной платы у нас сегодня не в пользу женщин. Заработная плата женщин по отношению к средней заработной плате мужчин по стране составляет только 71%. В разные годы цифра колеблется, плюс-минус 1, 2, 3%, но тем не менее разрыв достаточно значительный. И доля женщин в возрасте от 15 до 24 лет, да, то есть это самый такой активный возраст для трудоустройства, начала своей карьеры и так далее, которые не работают, не учатся и при этом не приобретают никаких профессиональных навыков, 2,5 раза больше именно, чем доля мужчин, находящихся в аналогичном положении. Соотношение среднего размера пенсии женщин составляет 86,5% от среднего размера пенсии мужчин. Тоже понятно, почему это происходит. Да? Если женщины меньше работают на рынке труда, заняты в тех отраслях экономики, где у них заработная плата меньше, и, соответственно, они меньше имеют возможности накопить себе пенсионные отчисления. Да? И потом в старости они также имеют меньше доходов. Женщины имеют ограниченный доступ к земле и природным ресурсам. В частности, например, только 14% домохозяйств возглавляются сегодня женщинами. 90% женского капитала в стране сконцентрировано в сфере малого бизнеса, где высокие риски потери капитала. Да, это, как правило, рисковый бизнес. И вот наши предыдущие события, революции 2005 года, когда происходило мародерство, погромы магазинов и торговых точек и так далее, в большей степени пострадали именно женщины-предпринимательницы, которые имели эти самые торговые точки. И, к сожалению, вот текущая ситуация с пандемией коронавируса, она также показывает, что больший удар пришелся именно на малый бизнес, где большая доля именно женщин-предпринимательниц.
В политико-правовом поле, да, мы также можем констатировать, что у нас сохраняется значительный гендерный дисбаланс на уровне именно принятия решений. То есть если в общем количестве, например, госслужащих доля женщин там составляет около 40%, то уже на уровне принятия решений, на уровне руководящих должностей, это в частности политические специальные должности, доля женщин уже составляет там менее 30%. На муниципальной службе, то есть в органах местного самоуправления, ситуация вообще сложилась критическая. Доля женщин на этих должностях руководящих только 4%. У нас практически нет женщин-акимов, да, женщин на уровне губернаторов, полномочных представителей правительства и так далее. Возрастной разрыв между женщинами и мужчинами, занимающими одни и те же должности, составляет 8-15 лет. То есть для того, чтобы женщине занять ту или иную должность, продвинуться по карьере, ей требуется больше времени, чем мужчине с той же квалификацией, да, с тем же уровнем образования. И это отставание обусловлено тем, что женщине приходится выполнять те самые дополнительные репродуктивные роли, гендерные роли, которые на них возлагает негласным образом общество. Ну вот в отношении политического участия также интересная статистика, которую можно в динамике отслеживать. Это статистика, рейтинг, который ведет Межпарламентский союз. Каждые 3 месяца эти данные обновляются, и эти данные, значит, этого рейтинга строятся в зависимости от того, какую долю составляют женщины в парламентах разных стран мира. И вот ситуация с Кыргызстаном у нас, к сожалению, такая, что мы все время то взмываем вверх, то очень резко теряем свои позиции. Да? Ну вот в частности, например, в 2005 году мы были на последнем 140-м месте, потому что у нас вообще не было ни одной женщины в парламенте, хотя женщины обладали на тот момент избирательным правом. В 2007 году, после того, как мы внедрили гендерные квоты в электоральное законодательство, мы сразу заняли 32-е место и были в отчете за тот период Межпарламентского союза отмечены как страна, наиболее динамично продвигающая женщин в парламенте. Но затем наши позиции стали из года в год ухудшаться, и вот уже сейчас, в 2016 году, мы находимся аж на 116 месте с нашими 19% женщин в парламенте. Ну вот с правой стороны вы можете видеть, значит, десятку лидеров в этом рейтинге, и как не ожидается, да, чаще всего мы думаем, что лидерами в этом рейтинге должны быть европейские страны, там Швеция и так далее, Норвегия и прочие, Америка, но тем не менее мы видим, да, что сегодня в десятку лидеров входят уже страны Африки, страны Латинской Америки, арабские страны, и во многом это обусловлено тем, что там применяются специальные позитивные меры для того, чтобы обеспечить вот это самое представительство полов. Ну, если посмотреть на наших соседей, да, ну или те, с кем у нас наиболее близкие, тесные экономические и торговые отношения, то вот Узбекистан по итогам последних выборов очень сильно вырвался вперед и занимает 44 место, у них 32% женщин сегодня в парламенте. Казахстан занимает 65 место, 27% у них. Таджикистан 82 место, 23%. И единственное, кто в этом рейтинге стоит дальше нас, это Россия. Да, у них 15,8% женщин в парламенте, и они занимают 133 место. Таким образом, это вот некоторые такие ключевые, да, данные относительно того, какая складывается сегодня ситуация с гендерным равенством в разных сферах в Кыргызстане. А теперь я бы хотела остановиться на том, каким образом страна, государство, какие предпринимало усилия для того, чтобы обеспечивать это самое гендерное равенство. Ну и здесь надо сказать, что независимый Кыргызстан наиболее так пристально, серьезно, сфокусированно стал заниматься этим вопросом только после 1995 года, после того, как наша страна приняла участие, официальная делегация была отправлена для участия в 4-й Всемирной конференции по положению женщин в Пекине, и там же была принята платформа действий по улучшению положения женщин, и вот наша делегация, вернувшись оттуда, увидела, каким образом весь мир серьезно обсуждает вопросы положения женщин, да, и что мы в нашей стране практически это никаким образом не обсуждали, и не было принято каких-то стратегических документов, законодательных актов и так далее. Поэтому вот после возвращения началась очень интенсивная работа в этом направлении. Ну и вот сразу же практически в следующем году, в 1996 году, указом президента был объявлен Год женщин, была принята национальная программа по улучшению женщин, АЕЛЗА,
взгляд на период с 96 по 2000 год, была создана Государственная комиссия по делам семьи, женщин и молодежи, и начал выходить статистический сборник «Женщины и мужчины Киргизской Республики». Теперь он ежегодный, да, и наш Национальный статистический комитет из года в год расширяет число гендерных показателей, включенных в этот сборник. В 1996-1997 году были ратифицированы 5 ключевых конвенций о политических правах женщин, о согласии на вступление в брак, о брачном возрасте и регистрации брака, о гражданстве замужней женщины, об охране материнства, о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. То есть вот фактически за 2 года после участия в конференции, да, такой большой объем работы был проделан. Вот в дальнейшем у нас был некоторый перерыв, да, двухгодичный, потому что программа Аялзат была до 2000 года принята, и вот только с 2002 года был принят новый национальный план действий по гендерному равенству до 2006 года. В этот же период, в 2003 году, Кыргызстан, наверное, один из первых на пространстве, по крайней мере, вот Центральноазиатского региона, принял закон об основах государственной гарантии обеспечения гендерного равенства. И тогда же был принят закон о социально-правовой защите от насилия в семье, и этот закон до сих пор остается единственным законом, принятым методом народной законодательной инициативы. То есть тогда вот женские организации собрали 36 тысяч подписей для того, чтобы этот законопроект был внесен в парламент, и парламент его потом единогласно одобрил во всех 3 чтениях, и он вступил в силу. В 2007 году, во время очередной конституционной реформы, мы выполнили требования Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин о том, чтобы у нас был закреплен принцип гендерного равенства мужчин и женщин в Конституции. И вот статья 13, она была посвящена именно этому. В 2007 году также мы добились того, чтобы в Кодексе о выборах появилась специальная гендерная квота, но позже о ней я более подробно еще тоже остановлюсь. С 2007 по 2010 год был принят новый национальный план действий по гендерному равенству, а в 2008 году уже была принята новая обновленная редакция закона о гендерном равенстве. Он был значительным образом доработан в плане детализации механизмов реализации, обеспечения гарантий прав женщин и мужчин и так далее. В 2010 году в конституционной реформе также продолжилась работа над тем, чтобы были дополнительно включены различные гендерные нормы. И вот здесь перечисляются 6 статей, которые эти нормы стали включать именно в гендерном аспекте. Позже я их даже процитирую вам. В 2011 году также в процессе реформы избирательного законодательства были включены специальные меры на выборах в городские кинеши, те самые гендерные квоты в партийных списках, а также были предусмотрены специальные меры в судебной системе, в Центральной избирательной комиссии и в аппарате парламента. 2012 год был достаточно ярким на гендерные события. Да, в частности, тогда впервые была разработана и принята долгосрочная национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2020 года. И для ее реализации каждые 3 года правительство утверждало специальный план действий по реализации этой стратегии. И вот, в частности, уже были реализованы планы на 2012-2014 годы, 2015-2017 годы. И вот сейчас завершает свою реализацию план на 2018-2020 год. И, соответственно, сейчас стоит задача у правительства подвести итоги реализации этой национальной стратегии и разработать на следующий период до 2030 года новую стратегию гендерного равенства. И надо сказать, что правительство этим сейчас занимается. Уже создана специальная межведомственная рабочая группа, которая поручена до конца года такую стратегию разработать, проект, внести ее на утверждение. И надеемся, что такая преемственность именно стратегических документов по гендерному равенству, она будет продолжаться. В этот же год, 2012 год, был объявлен годом семьи, согласия и взаимного прощения. Также указом президента был учрежден День матери, это 3 воскресенье мая. И в тот же год был создан Национальный совет по гендерному развитию при правительстве, который возглавляет вице-премьер по социальным вопросам, и в который входят ключевые министры кабинета правительства и также общественные организации.
А вот национальная стратегия, национальный план действий, они включают 4 приоритетных направления тематических. Да, и вот 4-й приоритет, он как раз-таки посвящен теме нашего семинара, это продвижение гендерного паритета в принятии решений и политическое участие. И надо сказать, что, например, в плане действий на 18-20 годы в рамках этого 4-го приоритета была включена задача по принятию специальных гендерных мер по обеспечению гендерного представительства именно в военных кинешах. Да, и вот тот самый механизм резервирования 30% мандатов для женщин, он фактически берет свое начало именно в рамках национального плана действий. Также следует отметить в числе этапов, да, продвижения гендерной политики в Кыргызстане, это 2017 год, когда в результате нескольких лет такой кропотливой работы парламентом была принята новая редакция закона об охране и защите от семейного насилия. Да. Вот до этого у нас был закон о социально-правовой защите от насилия в семье, то теперь был принят более детальный закон, в котором было расширено число субъектов, ответственных за охрану и защиту от семейного насилия, до 17 субъектов. Были детализированы их полномочия и ответственность, а также механизмы координации и согласованных действий, скоординированного отклика на насилие. И также пакетом были приняты соответствующие поправки в 10 других законов. Да, вот здесь они перечислены, они охватывают разные аспекты. И таким образом произошла такая комплексная работа по выстраиванию целой системы охраны и защиты от семейного насилия. В этом же году в Конституционный закон о выборах депутатов, президента и депутатов Дюгурку-Кенеша, были приняты гендерные квоты, точнее даже не то, чтобы были приняты гендерные квоты, а включена норма о гарантированном замещении мандатов, вакантных мандатов строго по полу. То есть если, например, вакантный мандат образуется в результате того, что уходит женщина-депутат парламента, то ее мандат может получить только следующая женщина, в списке той политической партии, от которой была предыдущая женщина-депутат. Этот закон уже вступил в силу в 2020 году, и уже даже применялась эта норма в случае выбытия как женщин-депутатов, так и мужчин-депутатов. В 2018 году Национальным советом по устойчивому развитию Кыргызской республики, в который входят и депутаты парламента, возглавляет президент, и входят представители судебной системы и других центральных органов власти, была одобрена стратегия совершенствования законодательства о выборах на 2018-2020 годы, в которой в рамках отдельной задачи 1.2 было запланировано создание механизма гарантированного минимального представительства женщин в составах военных кинешей через резервирование 30% мандатов для женщин. Ну и, наверное, отдельно стоит остановиться на том, какая сложилась ситуация после революционных событий 2005 года, когда у нас вследствие парламентского кризиса, да, выборного кризиса, когда у нас по итогам парламентских выборов оказалось, что в парламенте не оказалось ни одной женщины. То есть выборы раньше до этого проходили по мажоритарной системе, во второй тур прошли только 3 женщины кандидата, но всех 3 их засудили оппоненты мужчины, и они были сняты с предвыборной гонки, и фактически наш парламент оказался без единой женщины. И 2,5 года работал парламент, который полностью состоял только из мужчин. И во многом эта ситуация, она обнажила, да, все предыдущие имеющиеся проблемы, связанные с тем, что женщины имели меньше возможностей и дополнительные барьеры и сложности для продвижения в парламент. Но, тем не менее, ситуация сложилась критическая. Был риск того, что мужской парламент может начинать принимать дискриминационные законы. И тогда вот женское движение экстренно собралось на национальный форум, где эта проблема была обсуждена, и было принято решение на то, что мы должны объединиться и начать лоббировать, во-первых, гендерные квоты, а с другой стороны, как временную такую тактическую меру, да, учредить пост специального представителя президента в парламенте по вопросам гендерного развития. С таким предложением обратились тогда к президенту, и фактически через месяц после этого обращения такой спецпредставитель появился в парламенте. И причем была назначена та женщина, которая была именно нами рекомендована для этой должности. Ею стала Анара Ниязова.
которая вот проработала в мужском парламенте в этой должности 2,5 года. И вот за это время удалось сделать очень многое. Во-первых, наверное, таким значимым достижением является то, что мы закрепили в качестве обязательной процедуры проведение гендерной экспертизы наряду с другими специализированными экспертизами. Да, это в частности правовая, правозащитная, антикоррупционная и экологическая экспертиза. И потом в дальнейшем эта процедура была распространена не только на законопроекты в парламенте, но уже и на те законопроекты, которые инициирует само правительство, а также потом и на подзаконные акты правительства. И таким образом инициатива пошла именно вот со стороны спецпредставителя тогда по гендерным вопросам в парламенте. Ну и вот относительно того, что надо было продвигать гендерные квоты, потому что очевидно, что если оставить ситуацию так, как она есть, то в следующем созыве парламента у нас бы тоже не было ни одной женщины. И женское движение очень серьезно пересмотрело свои подходы, и было принято решение осуществить такую символическую и медийную кампанию, посвященную именно тому, чтобы женщины были представлены в парламенте. И вот одна из таких акций, это была альтернативная 8 марта в 2007 году, когда накануне 8 марта, утром, когда мужчины-депутаты приезжали в парламент, их встречали оконченные-активистки и поздравляли их с 8 марта, дарили им открытки и цветы. Самое важное было, что все это проходило в сопровождении со СМИ, они снимали этот процесс, и мужчины-депутаты, они, конечно, удивлялись, не понимали, почему их надо поздравлять с этим праздником, но, например, в этой открытке было написано, что, уважаемый народный избранник, мы бы рады были поздравить женщин-депутатов Народным женским днем 8 марта, но так как таковых нет, мы обращаемся к вам и надеемся на то, что вы будете продвигать вопросы гендерного равенства в парламенте. Ну и понятно, что когда все это снималось журналистами, было в поле зрения камер, многие мужчины-депутаты, они выражали солидарность с нами и говорили, что это ненормально, что женщин нет в парламенте, и что они будут поддерживать гендерные квоты и внедрение их в электоральное законодательство. Кроме этого, были и другие акции организованы, да, и вот, как вы видите, использовались символические средства, да, когда, например, прищепка, белевая веревка, это, казалось бы, то, что только используется женщинами дома, но оно было вынесено на площадь и использовалось для наших лозунгов, заявлений и так далее. Да, и вот эта вот акция была тоже около парламента, была посвящена тому, что мы выражали свое несогласие с тем, чтобы из Конституции во время очередной конституционной реформы было убрано понятие «светское». И вот здесь, опять-таки, это все широко освещалось журналистами. Вот спецпредставитель по гендерным вопросам Анара Ниязова дает интервью, и к нам тогда присоединился омбудсмен Кайкачи, и активно это движение поддержали молодежные организации, молодежные активисты. Да, вот здесь они как раз стоят с плакатами перед входом в гостиницу, где должно было проходить заседание Конституционного совещания, и приходящие члены Конституционного совещания получали соответствующие обращения, листовки и так далее. И также проводилось очень много акций, мероприятий, посвященных тому, чтобы именно вот гендерные квоты о выборах были продвинуты. Ну вот здесь они перечислены, но я, наверное, буду лучше показывать изображение. Да? Это вот еще одна из символических акций, тоже на Старой площади около парламента, который тогда заседал на Старой площади. Вот мы использовали такой стенд, где вроде бы по форме изображен костюм, да, и кажется, что это мужчина, но на самом деле косички говорят о том, что депутатом парламента может быть и женщина. И мы делали фотографии на Polaroid мгновенные, и все проходящие могли сфотографироваться, если они солидарны с нашей идеей, подписать соответствующее обращение. И там же была организована летучая пресс-конференция для средств массовой информации. Пришли различные политические деятели, общественные деятели, которые также выражали свое несогласие со сложившейся ситуацией, требовали включения гендерных квот в законодательство о выборах. Это вот уже были непосредственно парламентские слушания по обсуждению пакета законопроектов кодекса, по изменению кодекса о выборах. И из 28 участников, выступавших на этих парламентских слушаниях, а это были представители именно общественности, да, из разных регионов, из разных сфер организации, 24 выступили с тем, что должны быть обязательно приняты гендерные квоты. А вот вверху, в левой стороне, например, это лидер коммунистической партии Исхак Масалиев в то время, значит, и ему вот Банур Абдиева передает обращение от женщин-коммунисток из Сыкульской области с напоминанием о том, что идеология
идеология Коммунистической партии, она как раз-таки за равенство, и они обращались к нему как к лидеру партии, чтобы он поддержал и продвигал эти, значит, поправки в законодательство. Другие акции, например, это вот приурочены к 1 июня, да, тоже проходили под слоганом «Мамы всякие нужны, в парламенте важны» и так далее. Да. Вот целая серия акций была посвящена, мы условно ее называем акция «Зебра», когда, опять-таки, собирались подписи под обращением. Значит, те, кто солидарны с идеей равного представительства женщин и мужчин в парламенте, могли носить соответствующие значки с изображением зебры или вот косынки повязывать, да, и так далее, и таким образом демонстрировать свое согласие и необходимость изменений законодательства. Вот это вот примеры региональных обсуждений, встреч, да, и, как вы видите, большинство и женщины, и мужчины, они соглашались с тем, что нужно менять законодательство. И вот в результате мы можем отметить, да, что были внедрены в законодательство различные гендерные квоты, в частности, в Джугурку-Кенеш, да, введена квота о том, что, во-первых, в списках политических партий должно быть не более 70% лиц одного пола, и при этом должно соблюдаться чередование не более 3 позиций между женщинами и мужчинами. Да, соответственно, каждый 4-й в списке политической партии должен быть лицом другого пола. Значит, для городских кенеш этот разрыв еще меньше удалось сделать, не более 2 позиций, то есть каждый 3-й в списке должен быть лицом другого пола. Также были приняты гендерные квоты для назначаемых органов, да, это вот в частности в ЦИК, в Верховный суд, в том числе в Конституционную палату, в Счетную палату, то есть определена необходима минимальная пропорция аудиторов счетной палаты, и также было определено, что как минимум один из заместителей омбудсмена, да, он должен быть лицом другого пола, и все эти квоты на сегодняшний день соблюдаются. Ну вот вы можете посмотреть, каким образом менялась статистика в зависимости от того, когда были приняты квоты. Вот там, где синим цветом, это до принятия гендерной квоты, да, и мы видим, что женщин тогда было единицей, и, соответственно, говорить о том, чтобы они могли влиять на повестку в парламенте, нам не приходилось. И вот с 2007 года, когда наконец-то была принята гендерная квота, мы видим, что у нас началось изменение, значительное изменение, количественное изменение в гендерном составе депутатов парламента, но тем не менее, до 30% квоты, до 30% порога, рекомендованного экономическим и социальным советом ООН, мы, к сожалению, до сих пор пока еще не доходили. Вот с городскими кенешами, да, где тоже уже были приняты гендерные квоты для списков кандидатов от политических партий, по итогам выборов 2016 года сложилась следующая ситуация, да, что доля женщин, она варьировалась в районе 19-21%. При этом, например, число городских кенешей, где женщин было около 30%, да, не так много. Ну вот в частности, например, это Кант, где женщины составляют 32%, это город такой промышленный. Да? Значит, и есть еще несколько городов, это Кимин, Шипоков, Орловка, Карабалта, Чолпоната и Даркент, где женщины составляют почти 30%, 29%. Но есть и города, где женщины, несмотря на гендерные квоты, оказались опять в меньшинстве в значительном, в частности в Джалабаде их оказалось всего 6%, в Ташкумыре, в Узгене, в Майлису по 10%. Да? Происходило это во многом из-за так называемой потери женских мандатов, когда после выборов, после объявления результатов выборов, женщины по разным причинам отказывались от получения мандатов, хотя они, например, были в списках и должны были получить мандат, но, значит, в результате давления, да, зачастую на этих женщин, они были вынуждены писать отказные заявления, и таким образом у нас появлялись вот эти самые потери женских мандатов. Потому что женщина писала такое отказное заявление, то ее мандат передавался следующему мужчине в списке. И вот, значит, по итогам выборов в марте 2016 года было потеряно 16 мандатов, то есть каждый 3-й мандат, а в декабре 2016 года было потеряно 39 мандатов, то есть это каждый 4-й мандат. То есть мы видим, что это была достаточно широкая практика, и поэтому у нас получилось, что женщин в городских кенешах оказалось не 30%, а значительно меньше. Ну и вот те партии, которые практиковали, да, такое отбирание женских мандатов, это вот партии, практически те, которые являются такими ведущими партиями, которые стали парламентскими партиями. Ну, вот практически все парламентские партии это практиковали. Вот здесь на слайде вы можете увидеть как раз, сколько мандатов было отобрано у женщин.
Ну и для того, чтобы мы знали название тех партий, которые как раз так не делали, да, и были в этом плане справедливыми и честно соблюли гендерную квоту как на входе, так и при, собственно говоря, объявлении итогов и распределении мандатов. Да. Это вот, как правило, небольшие партии, региональные, которые участвовали только в том или ином регионе, но тем не менее, да, при этом есть партии, которые даже в списках включили больше женщин, чем определено законодательством. И вот в частности, например, в Карабалте, да, партия Эльдык Народная, у них было на 2 мандата больше женщин получили. Акшумкар в Канте и в Карабалте также, да, получили на 1 мандат больше. И, ну, а вот остальные партии, которые в списке, они не отбирали, а ровно столько, сколько минимально по законодательству в соответствии с гендерным квотированием должно было быть женщин, столько женщины мандатов и получили. Более критическая ситуация у нас складывалась в аильных кенешах, и до сих пор она остается такой напряженной. Да, мы видим, что от выборов к выборам у нас все время происходит снижение. Это снижение достаточно значительное. Да, то есть вот мы видим от 2 до 4% у нас каждыми выборами мы теряем представленность женщин в аильных кенешах. Вот мы можем увидеть, да, что, например, по итогам выборов 2012 года у нас женщины составляли 13%, а уже через 4 года в 2016 году только 10%. При этом вот по итогам 2016 года у нас уже в 86 аильных кенешах, а это каждый 5-й аильный кенеш, у нас не оказалось ни одной женщины-депутата. Да? То есть фактически получается, что на самом низовом уровне, где власть больше всего контактирует с местным населением, аильные кенеши оказались полностью мужскими, да, и вот в частности для молодежи это было очень тревожным примером, когда закреплялось представление о том, что политика совершенно не женское дело, да, что в политике место только мужчинам. И вот учитывая вот эту тревожную негативную тенденцию, как раз-таки было принято решение, да, женскими организациями и женщинами-депутатами парламента о том, что необходимо эту ситуацию менять и, соответственно, законодательно закреплять специальную меру, специальную гендерную квоту именно для аильных кенешей. И это было сделано, была закреплена норма о резервировании 30% мандатов для женщин в аильных кенешах законом 2019 года. Он вступил в силу 20 августа в прошлом году, да, и на самом деле он являлся результатом многолетнего такого обсуждения и лоббирования со стороны гражданского общества. И вот опять-таки для того, чтобы мы с вами понимали, да, кто-то завтра с вами воспользуется этой квотой, да, и будет продвигаться в аильный кенеш, вот мы должны понимать, какой ценой нам удалось это достижение, да, сколько усилий, сколько бессонных ночей, сколько энергии потребовалось для того, чтобы это стало реальностью. Ну вот здесь следует сказать, что еще в 2016 году, когда проходило общественное обсуждение этой сложившейся ситуации, да, очень низкого представительства женщин в аильных кенешах, вместе с женщинами-депутатами парламента было принято решение лоббировать эту законодательную норму, и начался сбор подписей. И за очень короткое время, практически там за, по-моему, 2 месяца, было собрано более 10 тысяч подписей в поддержку именно вот этого обращения, и это обращение потом было направлено спикеру, лидерам фракции, президенту, с тем, чтобы такой законопроект был внесен в парламент и соответствующие поправки были приняты. Также в парламенте проводилась активная работа с женщинами-депутатами парламента, да, и вот в частности были организованы парламентское слушание в октябре 2016 года, в ходе которого, опять-таки, большинство участников, которые приехали из разных регионов, высказались в поддержку резервирования мандатов для женщин в аильных кенешах. Были организованы брифинги для аккредитованных журналистов в парламенте, именно женщинами-депутатами вместе с гендерными экспертами гражданского общества, с тем, чтобы разъяснить журналистам о том, что это такое, почему это важно, чтобы они при освещении этого законодательного процесса понимали всю подоплеку и должным образом его освещали для населения. Были организованы различные пресс-конференции, да, посвященные именно этим вопросам, да, что этот законопроект нужен или почему он затормаживается. Участвовали представители женщин из различных политических партий, регионов, организаций. А также были организованы различные символические акции, да, ну, вот в частности, забег в поддержку этой квоты в ботаническом саду накануне 8 марта в 2018 году. Также был первый слет
700 женщин-депутатов местных Кенешей, который принял резолюцию, в котором главным требованием было как раз-таки обращение к парламенту о том, чтобы был принят и внедрен этот механизм резервирования мандатов для женщин в военных Кенешах. 6 марта 2018 года в парламенте уже при содействии спикера парламента был организован национальный форум женщин, который вот именно так и назывался «30% квота для женщин в военных Кенешах». Тогда приехали и приняли участие в этом форуме 100 женщин из регионов. Это были именно спикеры, вице-спикеры, депутаты аильных Кенешей из всех областей. Они также призвали депутатов парламента ускорить принятие законопроекта о резервировании мандатов. Очень много было мероприятий в СМИ, да, на телевидении, в различных ток-шоу и так далее. Да, были радиовыступления, в том числе с участием женщин-депутатов, где они обсуждали необходимость принятия законопроекта о резервировании мандатов. В социальных медиа также активно эта работа велась, и вот в частности на странице в Фейсбуке, да, была специальная страничка, которая освещала именно вот вопрос продвижения гендерной квоты для женщин в военных Кенешах. Использовались различные нетрадиционные способы, инфографика и так далее, которые позволяли в доступной форме широким слоям населения вот, донести ключевую идею этого законопроекта. В самом парламенте, да, вот здесь тоже я специально включила, вы можете потом ознакомиться, значит, как шел этот процесс, потребовалось сколько времени для того, чтобы этот законопроект прошел, и каждый раз перед голосованием, значит, были организованы обсуждения, публикации в СМИ и так далее. Ну вот видим, что именно благодаря такому общественному давлению, да, общественному мнению в парламенте этот законопроект проходил почти единогласно, да, там за единичными случаями, там один раз только один человек высказался против, в остальном случае во всех 3 чтениях этот законопроект принимался единогласно. И вот 8 августа законопроект был подписан президентом, а 20 августа 2019 года он вступил в силу. И фактически сразу же в том же году этот закон применен, так как были внеочередные выборы в Саруйский аильный Кенеш Детогулского района Высокольской области, да, 22 сентября, всем нам известны эти выборы. И вот тогда из 79 кандидатов, значит, было 16 женщин-кандидатов, что составило 20%. То есть законопроект, наличие этой гендерной квоты повлияло на то, что женщины стали активнее, да, вообще баллотироваться, выдвигаться в этот выборный орган. И по итогам выборов было избрано 9 женщин, что составляет на сегодняшний день 43%. Да, это достаточно высокий показатель, один из самых высоких показателей по стране именно для аильных Кенешей. 9 женщин из 21 депутата. При этом на первой же сессии, когда решался вопрос о том, кто станет председателем аильного Кенеша, была избрана Айнура Уморова. Из 3 кандидатов 2 было мужчины, она вот 3-я была кандидат. Она набрала больше голосов и стала председателем. Сама она по профессии врач, была депутатом местного Кенеша несколько созывов, а во время выборов она получила 190 голосов, заняв в своем округе 2-е место среди 28 кандидатов. При этом надо отметить, что благодаря квоте в аильный Кенеш пришли женщины и молодые, да, те, которые, может быть, без этой квоты могли бы и не попасть, и, может быть, и не рискнули бы вообще участвовать. И вот, например, самым молодым депутатом в этом Саруйском аильном Кенеше стала 28-летняя учительница начальных классов Назика Акбарова. То есть, таким образом, мы надеемся, что применение этого механизма резервирования мандатов за женщинами на выборах, когда будут массовые, да, вот выборы в аильной Кенеше, то мы достигнем представленности женщин в депутатском корпусе аильных Кенеше на уровне не менее 30%, а может быть даже и больше. Закрепление практики политического участия женщин и женского политического лидерства произойдет благодаря этому, да, потому что тогда в каждом аильном Кенеше будут обязательно представлены женщины, и, соответственно, для всех молодых девочек, юношей в этом селе станет нормой видеть, что женщины активно работают в выборном органе, решают дела местного значения, и они могут стать ролевыми такими моделями, примерами для того, чтобы они также в будущем были активными членами общества. И благодаря участию женщин, конечно же, эта вот практика показывает не только нашей страны, но и в других странах, когда массово приходят женщины, причем разные женщины, да, представляющие разные социальные группы, разные профессиональные группы, происходит изменение
повестки этих выборных органов, да, и в частности мы рассчитываем на то, что в местных кинешах произойдет учет интересов женщин, детей, вопросов гендерного равенства, а также вопросов борьбы с насилием и дискриминацией. Эти вопросы, как правило, остаются забытыми, если в этих кинешах нет женщин или их единицы, да, тогда их голос остается практически не услышанным. Спасибо за внимание.